Карагандинские школьники переняли благотворительную эстафету учащихся из Павлодара. Они тоже создают протезы кисти для детей с ограниченными возможностями. Ребят из разных городов приобщил к благому делу учитель физики и создатель авторской программы «Бионика» Алтынбек Карабатыров. Марина Золотарева встретилась с юными изобретателями. Сначала дети создают протез на компьютере, потом части искусственной кисти распечатывают на 3D-принтере. И можно приступать к сборке. Протез крепится к запястью. Движение мышц приводит его в действие. Сейчас школьники трудятся над другой, уже более усовершенствованной моделью. В данный момент печатается вторая версия. Она уже более-менее похожа на формы рук, напоминает больше руку. И она больше и, я думаю, удобнее. По авторской программе лицеисты осваивают бионику. Это раздел кибернетики, изучающий строение организма для решения инженерно-технических задач. В планах администрации внедрить еще один курс – прикладная нейрофизиология. Преподавателей в онлайн-режиме обучат московские ученые, а школьную лабораторию оснастят специальным сканером. Он может считывать мощность мозгового импульса. Тогда протез учеников полноценно заменит руку. Пока у него только хватательная функция. Его стоимость примерно 1000 тенге, но за рубежом оно стоит несколько тысяч долларов. Это благотворительная акция детям, у которых не имеется пальцев руки. В лицее действует благотворительный клуб. Теперь у его членов появилась дополнительная задача – отыскать нуждающихся в искусственной кисти. В Караганде уже найден мальчик, у которого всего 2 пальца. Лицеисты обещают разработать приспособление специально для него. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асета Саинов, Караганда, Хабар 24.